Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». 2024 год в Якутии объявлен годом детства. Об этом в своем послании заявил глава региона Айсан Николаев. Он отметил, что особое внимание в рамках года детства будет уделено заботе о здоровье и развитии детей. Торжественная церемония открытия года семьи в России и года детства в Якутии уже состоялась. А вот о том, какие мероприятия нас ждут в рамках объявленного года, мы поговорим сегодня с гостями нашей студии. Добрый вечер. Давайте по теме разговора. Антонина Васильевна, скажите, как руководитель дирекции года детства, какое значение год семьи имеет для нашего региона? Ну, вы уже сказали, да, что у нас 2024 год объявлен в Российской Федерации годом семьи. И очень замечательно, что этот год у нас объявлен в Республике Саха-Якутия годом детства. Как мы знаем, семья – это, конечно, дети. Поэтому, значит, Министерством образования издан приказ о создании дирекции года детства. И мы уже начали свою работу именно по планированию основных мероприятий года детства. Будет очень много мероприятий, но надо сказать, что мероприятия будут не только новые проекты, программы и так далее, да, но и будут те, которые будем мы продолжать. Потому что глава и правительство нашей республики именно по защите наших детей, по обучению, развитию наших детей. Есть очень много проектов, и они будут реализованы дальше, продолжат свою работу, но также будут внедряться новые проекты, которые начнут свою работу в год детства. Скажите, если не секрет, какие именно проекты будут начаты, если мы говорим о том, что есть какие-то мероприятия, которые реализовывались у нас в регионе из года в год? Вы, наверное, каждый из телезрителей, да, ознакомлены, очень внимательно услышали, прочитали послание главы нашей республики Арсена Сергеевича Николаева. И там прямо очень четко указаны все те направления, которые должны начаться в этом году. Но из тех, которые будут, да, надо сказать, что это будут особенные выплаты семьям, детям. Это такие выплаты, которые будут поддерживать интеллектуальное развитие детей, их культурное, спортивное развитие, то есть для одаренных детей. Значит, будет реализован проект совместно с НВК «Саха». Это детский телевизионный канал, который мы все очень ждем. Будут новые проекты по поддержке среднего, малого бизнеса, детей с ограниченными возможностями, детей-сирот. Также, значит, проект будет реализован «Моя первая зарплата». Также будут, значит, организованы такие мероприятия, как сертификация туристических, семейных, экологических экспедиций и экскурсий. Это не просто так внедрение, да, этих маршрутов, да, а именно сертификация этих маршрутов. Также будут проводиться такие новые виды мероприятий, как создание фирменных классов в школах нашей республики и еще очень много мероприятий, которые мы могли бы озвучить сегодня. Ну что ж, становится понятно. Хочется спросить и педагогов. Вот все-таки понятие календарный год и учебный год – это несколько разные вещи. Как-то сказалось объявление года детства на преподавательской деятельности? Может быть, изменились поурочные планы? Конечно. В любом случае планирование осуществляется с учетом того, какие мероприятия запланированы, то есть назначены. И поскольку год семьи – это в Российской Федерации это очень важное направление, и год детства, действительно правильно сказала Антонина Васильевна, в каждой семье дети, наверное, главное – это дети, а дети – это наше будущее. Поэтому, конечно, планирование в школьной жизни осуществляется согласно вот этих важных направлений. У нас в 10-й школе очень развито направление, связанное с традицией. А традиция – это тоже семья. Поэтому в этом году запланированы мероприятия в рамках школьного театра. Мы в этом году уже открыли год семьи и детства.
спектаклем, музыкальным театрализованным спектаклем «Варвара краса, длинная коса», куда пригласили родителей вместе с детьми, ну и, конечно, участников СВО, это тоже очень важно. Конечно же, запланированы мероприятия в рамках открытия музея, школьного музея. Это, опять же, традиции, это работа с ветеранами и, конечно же, семьями и детьми. Дети занимаются исследовательской деятельностью, поэтому это все в плане, конечно, отразили. Ну и, конечно, огромное внимание это спортивным мероприятиям, через достижения детей, через развитие успеха каждого ребенка. Поэтому запланирован у нас в этом году впервые, кстати, это публикование сборника детских работ, которые участвовали в различных конференциях, и не только победителей, что немаловажно, собственно говоря. И, конечно же, продолжаем работу туристических маршрутов по следам Беринга. Это у нас уже тоже традиция школьная. То есть вовлечение к детям еще и родителей. Да, Вот. это самое главное, поскольку часто говорят о том, что если ребенка мы отдаем в школу, то пусть школа воспитанием ребенка и занимается, но ведь это неверно. Нет, это неверно, конечно. Тут, наверное, вот институт семьи и школы должен быть, а в семье есть ребенок, о котором мы сегодня говорим. Я думаю, что будем говорить не только в этом году, но и еще и дальше. И, конечно, все эти направления, как Юная армия, Орлята России и движение первых на сегодняшний день, я думаю, все вот эти направления, конечно, в цепочке, плюс волонтерство, конечно, они запланированы, наверное, не только в нашей школе. Да, Эмма Иннокентьевна, что запланировано в городской классической гимназии? В городской классической гимназии традиционно проходит очень много интересных мероприятий, посвященных семье, детям. И, конечно, в этом году мы не будем отходить от наших традиций. Это будут и традиционные мероприятия, и какие-то новые. Если говорить конкретно о моем классе, я классный руководитель, в моем классе ежегодно проводятся концерты для родителей, для бабушек, для дедушек. Это и концерты для мам ко Дню матери, это и концерты ко Дню Победы. Мои учащиеся моего класса с удовольствием принимают участие. Каждый ребенок актер, певец, танцор, все они исполняют, танцуют, выступают перед зрителями. В нашей городской классической гимназии есть прекрасные мероприятия, которые посвящены и семье, и в целом воспитанию детей. Да, вот, например, конкурс «Счастливый кадр», который из года в год проводится гимназией, там ведь привлекаются не только дети к производству видеороликов, но еще и родители. Конечно, да, у нас в гимназии проводится конкурс «Счастливый кадр», и здесь дети вместе с учителями, вместе с родителями снимают какие-то очень важные ролики на социально значимые темы. Кроме этого, в нашей школе проводится ежегодная акция «Многоликий Якутск», когда каждый учащийся, каждый родитель и даже учитель наряжается в национальные костюмы, для того, чтобы предаться своим корням, вспомнить, кто мы и для чего мы. Хорошо, Александр Николаевич, скажите, а по линии движения первых, что в этом году запланировано в региональном отделении? Какая работа будет проводиться с детьми? Ну, движение первых – это, во-первых, президентское движение. Владимир Владимирович Путин в 2022 году издал указ, и далее вышел федеральный закон 261 о российском движении детей и молодежи, который в уставе прямо прописано о том, что задачами является содействие в проведении государственной политики в интересах детей и молодежи, а также содействие в проведении воспитания подрастающего поколения, их профессиональной ориентации, досуга в свободное время. В прошлом году движение первых во всех субъектах работали по направлению узнаваемости, то есть активизация по всем 12 направлениям регистрации детей на сайте будетдвижение.рф. В этом году, конечно же, будут продолжены те же направления, но и в части уже проведения флагманских проектов, которые проводятся в этом году. Всего в календарном году у нас планируется проведение 33 федеральных и региональных проектов. В настоящее время план мероприятий субъектов Российской Федерации движения первых находится в окончательном согласовании, и буквально в начале февраля мы получим уже утвержденный план. Но все-таки у нас есть и федеральные, и региональные тоже особенности мы запланировали. Год семьи и детства у нас будут проведены
тоже мероприятия направлены на сохранение традиционных семейных ценностей. У нас будет проведен региональный конкурс «Семейные традиции» с сентября по ноябрь, а также у нас будет проведена тоже республиканская акция «Это семейная команда». Также вот в рамках январского совещания мы тоже в переговорной площадке обсудили вопросы проведения мероприятий, в том числе вот по направлению школьных хоров, школьных театров, школьных спортивных клубов. Обсудили, какие могут быть механизмы проведения в образовательных организациях, муниципальных районах, потому что у нас есть традиционные конкурсы, которые проводятся из года в год. Можно и синхронизировать, можно и где-то провести совместно. Сейчас обсуждаем вопросы совместно с нашими партнерами, с органами исполнительной власти, как это можно провести с пользой и в интересах детей и молодежи, в том числе и для семьи в год детства и в Российской Федерации. Да, вот самое главное, что это же охватывает все районы нашей республики, не только городские округа и центральные улусы. Да, у нас во всех районах созданы местные штабы движения первых. У нас работают наши сотрудники движения, создаются первичные отделения, ячейки. Это первичные звенья в образовательных организациях, в том числе и в системе культуры, спорта и молодежной политики. То есть у нас дети от 6 до 18 лет не только в школах, но и неорганизованных, скажем так, клубных и учреждениях, где есть проходимость детей в возрасте до 18 лет. Поэтому у нас, если раньше российское движение школьников только в школах, то здесь у нас и учреждения среднего профессионального образования, высшего образования. У нас заключены соглашения с вузами нашей республики и организациями, которые вот есть движение детей и молодежи. Звучит очень перспективно. О мероприятиях, которые будут проводиться в этом году в рамках Года детства в Якутии, мы продолжим говорить после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Добрый вечер. Сегодня мы говорим о Годе детства в Якутии. Вот, кстати говоря, был же конкурс логотипа Года детства, и собирались подвести итоги на январском совещании педагогов. Что с логотипом? Да, у нас логотипы принимались до 20 января. Было свыше 400 работ, из которых 355 прошли модерацию. Важно отметить, что среди участников были как дети дошкольного возраста, так и уже профессиональные бренд-дизайнеры. И по итогам конкурса, где были экспертные, то есть комиссия, выиграла Алексеева Марина, Марина Зима на январском. С итогами конкурса можете знакомиться на сайте Министерства образования и науки. Но ведь принимали участие по разработке логотипа в конкурсе не только участники из Якутии, из других регионов России тоже. Да. И вот они входят в это число свыше 400 работ. Угу. В этом году, уже начиная с января, был запущен проект «Мини-футбол в школы». Если говорить о внеклассной спортивной деятельности, ребята из 10-й школы, из Нюрбинской школы, из городской классической гимназии стали победителями, заняли призовые места. Получается, что мероприятия в рамках Года детства охватывают не только образовательные, культурные мероприятия, еще спортивные. Да, конечно. Ну а как без спортивных мероприятий? На самом деле спортивные мероприятия на сегодняшний день очень развиты. И если говорить о нашей школе, то более 16 видов спорта у нас развито. Это, и кроме мини-футбола, это и фехтование, и волейбол, и баскетбол, и кюкисинкай, в рамках которого на сегодняшний день мы открываем спортивный зал. Это большое торжественное событие, которое ожидаем со дня на день. И, конечно же, вот та работа, которая была по мини-футболу начата
не сегодня и не вчера. Вот, а на протяжении долгого периода времени дети у нас тренировались, и, конечно же, их работа, она получила успех и достижения, то есть первое место, и мы очень этому рады. Поэтому охватывает, конечно, все школы, всех детей. А вот было завершено на прошлой неделе январское совещание педагогов республиканское. Приезжали федеральные эксперты. Было ли чему поучиться у них или наоборот, чему-то научить федеральный центр? Конечно, мы практически, вот наши педагоги поучаствовали на всех сессиях, да, и поэтому было чему поучиться. Интересное, вот, кстати, для себя я отметила, это экосистема детских театров в Якутии. Конечно, поскольку у нас театр работает и успешно работает, хочется, чтобы он развивался дальше. Это и приоритеты направления технологии деятельности. Очень много вопросов там было решено, а самое главное предложение, которые могли участники подать с учетом того, что им необходимо для дальнейшего развития. Именно вот для развития, наверное, успеха каждого ребенка. Эмма Иннокентьевна, а вот что вы почерпнули для себя с январского совещания педагогов? Конечно, было очень интересное совещание, и на данном совещании прошли сессии, на которых мы обменивались опытом. То есть действительно было что подчеркнуть для себя, рассказать. Совсем недавно я состою в Совете классных руководителей Российской Федерации. Совсем недавно у нас тоже было свое совещание, где также классные руководители из разных регионов нашей страны рассказывали о своих мероприятиях, которые предстоят. Мы делились своими, и думаю, что и январское совещание работников образования Якутии, и январское совещание классных руководителей России дадут определенный толчок для реализации новых интересных проектов. А поднимались ли на январском совещании вопросы, связанные с инклюзивным образованием? Да, конечно, на январском совещании поднимались вопросы и о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Хотелось бы сказать, отметить, что, наверное, очень важно понимать, что все мы разные, и определенный правильный подход важен каждому человеку. И, конечно, очень здорово, что сегодня мы поднимаем такие большие важные вопросы и говорим о инклюзивном обучении в наших школах. Да, Антонина Васильевна, сразу вопрос тоже к вам, как руководителю дирекции. А будут ли какие-то проекты и программы запущены в рамках Года детства для детей с ограниченными возможностями здоровья? Да, конечно. Значит, надо сказать, что у нас как раз проходила проектная сессия, да, с чего начинается детство. То есть в нем приняли участие все, можно сказать, органы исполнительной государственной власти, начиная от министров, заканчивая учителями школ, где мы разрабатывали план основных мероприятий Года детства. И там как раз приняли участие те, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми-инвалидами. От них поступило очень много на самом деле предложений, которые мы включили в план основных мероприятий. Вот буквально вот недавно закончили соревнования по легкой атлетике для детей с ОВЗ, где, значит, эти соревнования проходили в рамках спартакиады школьников, которые проводили, значит, в нашей республике. И надо сказать, что ребята приняли очень активное участие. Кроме этого, значит, будут включены в обязательном порядке курсы повышения квалификации для педагогических работников по разработке адаптированных общеобразовательных дополнительных программ. Также, значит, мы ведем сейчас переговоры с субъектами малого, среднего бизнеса, чтобы они тоже подключились к этой деятельности, к работе именно с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами и с детьми-сиротами. На январском совещании педагогов говорили о независимой оценке качества образования. Что включает в себя это понятие? Ну, давайте так, независимое качество образования, конечно же, это очень важно. Дело в том, что в 2023-2024 году мы перешли на федеральные образовательные стандарты, то есть все школы работают по одним программам,
И, конечно же, качество образования должно оцениваться независимо от каких-то личных соображений, ну, у каждого человека, да, все согласно критериев оценки. Поэтому, собственно говоря, подход, я думаю, что в этом направлении единый. То есть это вот единые госэкзамены, олимпиады, все, что нам Это давно единые известно. госэкзамены, это олимпиады, это ВПРы, которые проводятся. Это все едино во всех школах. А как можно оценить уровень подготовки, качества знаний у нас в регионе? Ведь у нас есть много ребят 100-бальников ежегодно. Получается, что мы можем похвалиться какими-то результатами. Ну, вероятно, конечно, мы можем похвалиться. У нас действительно и в прошлом году были результаты, 100-бальники были. И действительно, дети обучаются в этом направлении. Ну, собственно говоря, дают положительные результаты. И учителя, наверное, закладывают в них те самые знания, которые в итоге, ну, вот, видны на А экзаменах. сказалось ли как-то преподавание с применением дистанционных технологий? Ну, вы знаете, мы же перешли уже этот рубеж. Вот. Я думаю, что те результаты, которые дали отпечаток после дистанционного обучения, они, ну, я не могу сказать, что плохие с учетом того, что было. Вот. Поэтому этому направлению, наверное, важно было научиться и обучиться. Да, получается, мы все учились понемногу То чему-нибудь есть и положительные как-нибудь. результаты в любом случае есть. Мы освоили информационные технологии в большей степени, и сейчас мы можем применять их даже тогда, когда у нас с вами актированные дни. Раньше ведь дети не учились, а это способствовало этому. Работа с детьми – это один из основных хитов года детства. Скажите, вот какие программы дополнительного образования внедряются, разрабатываются для детей возрастной категории от 7 до 13 лет? Так, по результатам навигатора дополнительного образования всего в нашей республике реализуется 5858 программ дополнительного образования, общеобразовательных программ дополнительного образования. Но в этом году, в начале уже учебного года, были представлены тоже дополнительные общеобразовательные программы новых направлений. Это таких, как именно блогерство, по информационным технологиям. Сейчас вот, начиная с этого года, мы тоже вот как дирекция года детства поддерживаем это начинание. Будет проект по летательным аппаратам. Он будет внедряться в школах города Якутска и республики. Вот. Также будут новые программы для дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Хотелось бы, чтобы эти дополнительные общеобразовательные программы имели бы именно профессиональный характер, чтобы по итогам ребята, да, обучались бы на этих кружках и секциях тем профессиям, которые они выберут в будущем. Да, конечно, это большое Да. такое вложение в будущее ребенка. Александр Николаевич, вы отметили несколько ранее, что сейчас все планы пока находятся на окончательном утверждении у движения первых. На ваш взгляд, какие, может быть, мероприятия должны быть в приоритете? Ну, в первую очередь, конечно же, движение первых создано в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Поэтому из 12 направлений, конечно, приоритетными направлениями у нас являются патриотическое воспитание, которое называется патриотическое воспитание, это «Служи Отечеству», и экологическое направление, туристско-краеведческое направление. Поэтому прошлые мероприятия, это «Хранители истории», тоже новый флагманский проект движения первых, в этом году также будет продолжено во всех субъектах России. Новый тоже флагманский проект «Пилоты будущего», это для детей, которые увлекаются у нас, скажем так, информационным техническими летательными аппаратами. И у нас тоже новый проект, который у нас перезапущен, это «Зорница 2.0». В прошлом году у нас приняло участие студенты средних профессиональных образовательных организаций. Мы
провели совместно с Министерством образования, с Институтом развития профобразования на базе детского лагеря Намского района в июне. В этом году у нас будет проводиться в 5 этапов, начиная со школьного и заканчивая финальным этапом в Москве. То есть у нас будут школьные, муниципальные, региональные, отборочные, окружные этапы. Окружной этап у нас будет проводиться в июне в Хабаровске, и победители уже полетят за счет федерального правления в финальный этап. Также у нас есть очень много комплексных мероприятий по направлению экологии. 3-4 мероприятия мы будем организовать совместно с нашими партнерами, в частности, Министерством экологии. И мероприятия по туристской деятельности у нас также в прошлом году был успешно реализованы федеральные и региональные проекты по направлению туризм. Это пешие походы, наши семейные тоже традиции. И у нас также спортивное, физкультурно-спортивное направление очень актуальное. В этом году у нас тоже новый флагманский проект федеральный. Это всероссийский проект «Вызов первых». Там есть наши, помимо традиционных видов спорта, есть еще и другие направления, очень интересные, которые будут проводиться в этом году. Финальный этап у нас будет проводиться уже в первом полугодии этого года. В настоящее время у нас уже завершены уже прием заявок. Поэтому ждем очень интересных, скажем так, моментов, скажем так, соревновательных для детей и молодежи. Хорошо. О работе с детьми мы продолжим говорить после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Добрый вечер. Сегодня мы говорим о годе детства в Якутии. Александр Николаевич, вот до небольшого перерыва вы нам рассказали, какие мероприятия у движения первых находятся в приоритете. Но сейчас в ближайшее время состоится и финал фестиваля «Мусустар», который тоже связан с детьми и молодежью. Как там будет присутствовать и работать движение первых? Во-первых, движение первых участвует непосредственно в организации мероприятия. Мусустар — это в целом детско-молодежное движение, фестиваль, который очень актуально уже проводится не только в нашей республике, но и заинтересованы наши субъекты Дальнего Востока. У нас как минимум планируется участие председатель нашего правления движения первых Григорий Александрович Гуров. Если он приедет, это будет очень хорошо, потому что он представляет в целом детско-молодежное движение в России. И у нас по сценарию у нас будут выходить дети, будут они участвовать. И у нас есть очень, скажем так, хорошая песня именно про движение первых. Наши активисты будут выходить на сцену, и в целом будет весь зал спеть, скажем так, гимн движения первых. И будет, конечно же, презентованы наши брендовые продукции движения первых. Это наша брендовая продукция, флаги, участие наших, скажем так, делегатов от муниципальных районов. Мы всех их ждем в Мусустаре и будем все вместе принимать участие. Это все, что связано, так скажем, с внеклассной, внеурочной деятельностью. Эмма Иннокентьевна, Оксана Петровна, скажите, а вот каких принципов вы придерживаетесь в своей педагогической деятельности? Потому что ведь известно, что неталантливых детей не бывает. К ним, каждому ребенку надо найти просто свой подход. Действительно, нет неталантливых детей. Педагогу, классному руководителю, школе в целом очень важно суметь найти подход к каждому ребенку и раскрыть его потенциал. Вообще воспитание, наше современное воспитание направлено на то, чтобы раскрыть в ребенке его таланты, умения, показать всем, а главное самому ребенку, что он интересен и что он на многое способен.
В нашей гимназии также очень хорошо развито движение первых. Совсем недавно на городском конкурсе команда нашей школы, нашей гимназии победила в конкурсе движения первых. У нас активно работают и движение «Орлята России», это младшие классы, начальная школа. И, конечно, думаю, что эти движения первых, «Орлята России», они способствуют развитию, формированию, воспитанию наших школьников. Скажите, а вот в каких формах еще планируется вовлечение детей и молодежи в организацию по проведению мероприятий в рамках Года детства? Вот не только же у нас движение первых и общеобразовательные организации. Да, конечно. В план мероприятий Года детства будут вовлечены все дети. Наше основное желание, да, это дойти до каждого ребенка, чтобы каждый ребенок нашел себя в этом году. То есть мы должны дойти и до тех детей, которые живут в арктических районах, в труднодоступных, малочисленных населенных пунктах. Поэтому, значит, программа это «Года детства» состоит из нескольких этапов. Это есть и общекультурные, спортивные, интеллектуальные, эмоциональные и так далее, да? То есть они охватывают все слои детства, начиная от 0 лет и заканчивая 18 годами, да? Но тут надо сказать следующее, да? Особое внимание все-таки будет уделено здоровью, защите здоровья детей. То есть будут включены такие мероприятия, как диспансеризация детей, витаминизация, питание детей в школах и с обязательным введением в меню школьников именно местной продукции. То есть также будет особое внимание уделено именно безопасности детей. Безопасности детей от всех негативных явлений, которые у нас сейчас есть. Вот, поэтому вот эти два ключевых здоровья и безопасность, они будут действовать не только в течение года, да, будут приняты новые программы, проекты, которые дадут старт именно в год детства. Оксана Петровна, у вас тоже было что добавить? Да, конечно, по поводу кружков, вот вы сказали о том, что есть талантливые и неталантливые дети. Наверное, неталантливых детей нет, может быть, развиться нужно, возможность для развития. Поэтому вот в нашей школе в этом году есть такие кружки, как школьный медиацентр. У нас есть медиацентр «Свой взгляд». И, конечно же, в этом направлении дети у нас большое количество участвуют. Кто-то интервью берет, кто-то газету ваяет, скажем так, кто-то подыскивает какой-то материал. Очень несколько кружков у нас по изобразительному искусству. Есть кружки по спортивным танцам, по спортивному ориентированию, что немаловажно. Но про юную армию я уже говорила, конечно, это тоже немаловажно. Но в рамках юной армии, опять же, этого кружка, это не только оружие собирать, разбирать, это не только построение, это и география, это и история, это и туризм, это исследовательская деятельность, это много-много всего. Ну и важное, наверное, в этом году мы также запланировали, помимо кружков, наверное, детско-семейный такой фестиваль, как семейный фестиваль ГТО. Это тоже немаловажно. Значит, и битва хоров к Дню Победы у нас запланирована, где могут принимать участие как дети, так и их родители, бабушки, дедушки, все, кто могут быть. Поэтому место всем детям, независимо от какого-то, может быть, слишком развитого таланта, найдется абсолютно всем. Причем это проекты долгоиграющие, они рассчитаны на то, что ученики других классов также спустя время станут взрослее, смогут тоже в них принимать участие. Вообще мы планируем, что у нас с 1 по 11 класс примут дети во всех этих проектах, фестивалях. Ну и, конечно же, кружки, они переходят из года в год переходящие, меняется программа, развивается эта программа, дополняется, поэтому, собственно говоря, основана на длительном периоде. Да, я почему этот вопрос задаю? 2024 год закончится год детства, 2025 объявят годом чего-нибудь еще. А что делать с теми проектами, которые были основаны сейчас? Будут ли они продолжаться, направленные на поддержку развития детей? Так, тут надо сказать следующее, да, все-таки в нашей республике, да, всегда очень ценно
именно то, что у нас есть преемственность и традиции. То есть те проекты, год детства это не первый раз у нас на самом деле объявлен, да? До этого тоже был год детства, объявленный нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым, да? И вот эти вот те проекты, которые были тогда озвучены, они же сейчас тоже действуют. То же самое, проекты, которые возьмут старт в год детства, они так и будут продвигаться. Возможно, они в каком-то виде по требованию времени, они видоизменятся, да, но проекты, которые дадут старт в этом году, они будут иметь свое продолжение. Точно так же, как и продолжение, имеют те проекты, которые были реализуются уже не первый год. То есть это такая вот политика в системе образования, когда лучшие проекты у нас становятся уже, имеют свое продолжение. И это дает на самом деле надежду. Да, надежду дает, да. И это самое главное — старт. То есть если есть старт, то, соответственно, это и есть движение. Я благодарю вас всех за очень интересную содержательную беседу. По итогам нашего с вами разговора с полной уверенностью можно считать, что у нас в республике не только в рамках года детства и года семьи в России происходит много всего, чтобы поднять престиж семьи и детства. И самое главное, что много это уже сделано, а все основное только впереди. На этом наш выпуск завершен. Смотрите программу «Якутия в деталях» по будням в 19:15.